В холле Назрановского дома культуры делегация из Татарстана разместила изделия татарских мастеров, выполненные в соответствии с самобытной культурой второй по численности народности Российской Федерации. Яркие, украшенные сложными узорами, они буквально притягивают посетителей. Примечательно, что все представленные экземпляры исключительно ручной работы. Мастер Светлана Семенова даже на выставке не оставляет пяльца для вышивания. Сидите, вышиваете, вы уходите в работу, погружаетесь. Настроение передается свое, то же самое. То есть позитивное настроение, потому что вы с душой это делаете, вам это нравится. И рисунок рождается, как бы сказать. Все эти тюбетейки шиты самой Светланой, на каждую уходит почти неделя работы, и это лишь малая часть времени, необходимого на пошив полного комплекта традиционной татарской одежды, главным элементом которой является чепан. В старину он также подвязывался кушаком. Чтобы шить этот экземпляр, у мастера ушло почти 3 месяца кропотливого труда, а изделие из кожи от мастера Ирины Беспаловой – пример того, как традиционная тематика находит применение в массовом производстве телефонных чехлов, кошельков и сумок. В нашей республике сейчас она заявлена как 3-й город России после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас очень много гостей, туристов, и когда я вижу, что моя продукция покупается, это является подтверждением того, что я на правильном пути, что я выбрала правильное соотношение современного и старинного. Одним из посетителей выставки стал и глава республики Юнусбек Евкуров. Он осмотрел изделия татарских мастеров и даже получил в дар традиционную татарскую тюбетейку. Чуть позже, выступая перед гостями и жителями республики, он отметил, что кроме культурного обмена Ингушетия перенимает у своих татарских коллег и управленческий опыт в вопросах развития региона. Одним из первых я поехал к Ментимиру Шариповичу Шаймиеву, он тогда был президентом. Часов 6 мы сидели, разговаривали, как сидели, я слушал, а Ментимир Шарипович подсказывал, рассказывал. В том числе исторические вещи, чтобы я не спотыкался в своей работе об какие-то те пути, которые уже прошел Шаймиев. Руководителю делегации Татарстана Разилию Валееву сегодня было присвоено почетное звание народного деятеля культуры и науки Ингушетии. Он уже второй раз посещает нашу республику и на собственном опыте убедился, что с годами ингушское гостеприимство не меняется. Я первый раз в Ингушетии побывал 20 лет тому назад, в 1995 году, в январе месяце, когда здесь были очень трагические события, очень горячие времена были. Я приехал сюда с гуманитарной миссией. Тогдашний наш президент, первый президент нашей республики Ментимир Шаимиев дал нам самолет, около 5 тонн лекарств, и мы привезли вот эту гуманитарную помощь и передали больным и раненым Ингушетии, передали в республиканскую больницу. Вот прошло после этого 20 лет, я еще раз приехал и не узнал Ингушетию. Это небо с землей. Я и восхищался, и гордился, был очень и очень рад за ингушский народ, за Ингушетию. А завершилась встреча выступлением русского фольклорного ансамбля «Ворожея» и музыкальными номерами народных артистов Татарстана. Магомед Измайлов, Рахман Цуров, Новости 24.